Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 00 673 от 3 апреля 2013 года. Зарегистрировано в Енисейском управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Здравствуйте, это новости телеканала Тува-24, с вами Мадр Сандан. 28 сентября Владислав Хавалык вступил в должность главы республики. Церемония инаугурации прошла в Национальном театре. По протоколу присягу у вновь избранного главы принял спикер парламента Канол Дава. Клятва о верном служении многонациональному народу Тувы и добросовестном исполнении обязанностей главы республики прозвучала на русском и тувинском языках. После присяги Владиславу Хавалыгу передали символы власти, нагрудный знак и печать. Телеканал Тува-24 вел прямую трансляцию на YouTube-канале. На месте работали наши коллеги из медиахолдинга. Подробный материал о событии смотрите в следующих выпусках новостей. Другим темам. В Туве из-за коронавируса с начала года скончалось уже 200 человек. В оперштабе по борьбе с коронавирусом с тревогой отмечают также увеличение смертности среди пожилых людей. Тем временем, несмотря на запреты, банкетные залы и рестораны продолжают негласно проводить торжества. Чем это чревато, расскажет Айрасат. Напомню, что новая коронавирусная инфекция впервые была зарегистрирована 31 декабря 2019 года в городе Ухань. Пока в других странах и в России в том числе фиксируют нестабильную эпидемиологическую обстановку, в Ухане 26 сентября текущего года не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19. Для справки отметим, что численность населения этого города около 12 миллионов человек. По мнению специалистов, побороть эпидемию им удалось благодаря строгим мерам и ответственности самих жителей, которые не верят в теории заговора, дисциплинированно надевают маски и проходят вакцинацию. Напомню, что в Кызыле сейчас функционирует 4 дополнительных прививочных пункта. К этому времени полный курс вакцинации в Туве прошли свыше 82 тысяч человек. А вы прошли полный курс? Да. А скажите, почему вы решили вакцинироваться? Чтобы дальше не болеть. Надо защищаться от коронавируса. По данным Минздрава Тувы, третья волна новой коронавирусной инфекции унесла наибольшее количество жизней из-за распространения штамма Дельта, характеризующегося стремительным развитием тяжелых осложнений. Отметим, что с 1 января ковид унес жизнь 183 человек. В преобладающем большинстве случаев скончавшиеся не были вакцинированы. За неделю с 18 по 24 сентября всего выявлено 402 случая заболевания COVID-19. Из них 145 – это дети до 17 лет. По детям, школьникам у нас на самоизоляции находится 34 класса, 175 детей. Из них по городу Кызылу 7 классов и по районам 27 классов. Все меры направлены на своевременность выявления изоляции детей проводятся. Тем не менее, необходимо для руководителей органов местного управления непосредственно контроль ответственных должностных лиц за проведением профилактических мер. Рост отмечается среди детского населения, поэтому доля увеличивается еженедельно. И в связи с этим необходимо усилить все меры, направленные на профилактику. В целом по республике отмечается снижение контроля за исполнением режима ограничений. Несмотря на запреты, банкетные залы и рестораны под прикрытием продолжают проводить торжества. Закрытые окна, черный вход, отключенный свет и другие методы конспирации применяются на деле. Однако пару часов веселья могут стоить чьей-то жизни. 25 сентября в целях профилактики были организованы ночные рейды, где участвовали представители Роспотребнадзора, мэрии и полиции. Всего проверено 9 банкетных залов. В одном из них проводили свадьбу. Специалистами управления Роспотребнадзора по данному факту проводится административное расследование по статье 6.3 КоАП России. Выявлены были факты. В рамках админрасследования управления Роспотребнадзора привлекаются к ответственности направлены материалы в суд. Это по кафе, по ресторану «Аристократ», банкетный зал «Причал», кафе «Татьяна», банкетный зал «Саяна», ресторан «Алдандос» и другие. На сегодняшний день те уполномоченные органы, которые призваны контролировать решение оперативного штаба указа главы республики, это уполномоченные органы министерства, ведомства, службы, правительства республики и муниципальное образование, которые сегодня
просто обязана обеспечивать контроль за ходом и за исполнением указов главы республики. На сегодняшний день очень слабо контролируется. Для примера, в конце августа в Северной Осетии из-за коронавируса запретили проводить свадьбы. Отметим, что в регионе, как и в Туве, празднование торжества традиционно собирает несколько сотен гостей. Крепкие объятия, поцелуи, танцы, поздравления молодоженов и наставления взрослых – именно так характеризуются сегодняшние свадьбы. А теперь только вдумайтесь в следующую статистику. Бессимптомные носители передают коронавирус в 59% случаев. А пока люди думают, что носить маски и вакцинироваться – это личное дело каждого, в какой-то семье теряют близкого человека. Айра Сад, Кузелсары-Сарен, Тува-24. В день дошкольного работника в Министерстве образования и науки и республики вручили награды методистам детских садов. Награды получили также работники частных учреждений дошкольного воспитания. Алдынкыз Буян продолжит тему. Первый детский ясли-сад в Кызыле был открыт в 1932 году. Сейчас по всей республике их более 200. И каждый год в связи с положительной демографической динамикой их количество продолжает расти. В такой ситуации главная идея торжественной даты – повышение престижа профессии воспитателя и качества дошкольного образования. Сам праздник относительно молодой. Впервые в России его провели 27 сентября 2004 года. Один из основных праздников нашей системы образования, потому что без наших коллег, без воспитателей, просто-напросто невозможно представить как систему образования в целом, так и, по сути дела, нашу жизнь. Отмечать труд воспитателей республики в торжественной обстановке стало доброй традицией. В этом году из-за антиковидных ограничений церемония прошла частично в онлайн-формате. Первые кирпичи человеческой личности формируются именно здесь, именно в садике. Поэтому на дошкольников, как мы их называем в своей педагогической среде, на работниках дошкольных образовательных учреждений очень большая ответственность. Одна из героинь дня, Анжела Хорлугол, посвятила дошкольному образованию 27 лет. Начав трудовой путь воспитателя, сейчас является главным специалистом по дошкольному образованию администрации Дзунхемчского кожуна. Сегодня получила свою первую награду от Министерства образования и науки республики. Из любви к детям пошла учиться на воспитателя, но тогда еще не понимала всей ответственности, вспоминает Анжела Хорлугол. С годами пришел опыт и понимание важности выбранной профессии. Я очень благодарна за то, что оценили мою работу. Министерство образования и науки Республики Тыва, министру Саланга Михайловне и нашему специалисту Уране Павловне. Воспитатель – не просто работник садика. Это человек, который в самом важном возрасте проводит с ребенком больше времени, чем родители. Учит их не только правильно говорить, писать или считать, но и дает уроки терпения, дисциплины и сострадания. Телеканал Тува-24 в свою очередь присоединяется к теплым словам поздравлений и желает всем работникам дошкольного образования успехов в нелегкой работе и достойного вознаграждения за труд. Алдынкыз Буян, Владимир Сюртук, Кузелсары-Сарен, Тува-24. В целях повышения оперативной обстановки сотрудниками полиции проведено профилактическое мероприятие «Улица». Об итогах операции расскажет Айра Сад. Полицейские патрульно-постовой службы на Левобережном дачном обществе задержали 40-летнего мужчину, который при виде сотрудников совершил сброс подозрительного вещества. Экспертиза подтвердила, что задержанный хранил при себе гашишное масло. Как выяснилось, мужчина ранее судим за незаконное хранение наркотических веществ. В отношении него возбуждено очередное уголовное дело. Оперативниками полиции наркоконтроля выявлен еще один факт незаконного оборота наркотических средств. С перекрестка улицы Свердлова в полицию доставлен местный житель 61 года рождения, при личном досмотре которого изъято наркотическое средство гашиш массой более 35 граммов. Известно, что мужчина ранее судим за совершение хищения. Как отметил на аппаратном совещании заместитель министра внутренних дел Алексей Кижватов, на территории 5 муниципальных образований наблюдается осложнение оперативной обстановки. Связано с совершением тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Это одного убийства в региональном центре, 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в городе Кызыле, Кызыльском, Улугхемском, Овёском районах. В региональном центре в ходе семейного конфликта супруг совершил убийство своей жены, после чего попытался совершить суицид и нанес себе ножевое ранение. В Улугхемском районе мужчина 71 года рождения из-за возникших личных неприязненных отношений, используя в качестве орудия преступления
огнестрельное оружие, произвел выстрел в сторону своего соседа, причинив ему тяжкий вред здоровью. Также в ходе операции сотрудниками уголовного розыска по горячим следам раскрыта кража крупной суммы денежных средств. С заявлением о хищении в полицию обратилась 53-летняя жительница села Пельдрары. Полицейские установили, что женщина пользовалась услугами такси и оставила свой кошелек, в котором находились 57 тысяч рублей. Когда она связалась с водителем, тот пояснил, что кошелек в салоне машины не нашел. В ходе оперативных мероприятий водитель был установлен и задержан. Подозреваемый признался, что обнаруженные деньги присвоил себе, однако не успел потратить. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Также по последним данным МВД увеличились случаи кражи скота. Всего за неделю зарегистрировано 4 такие кражи. Тот факт, что граждане продолжают допускать неорганизованный выпас животных, свидетельствует о неэффективной работе органов местного самоуправления. В рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции сотрудниками полиции за прошедшую неделю пресечено 25 фактов нарушения законодательства. В отношении правонарушителей составлено 23 административных протокола. Около сотни нетрезвых людей в пятничный вечер отмечено на улицах Кызыла. Наружными нарядами полиции в специальный центр помещено 60 человек. Кроме того, сотрудниками полиции по месту жительства проверено 24 неблагополучные семьи. В ходе операции наружными нарядами полиции с улиц удалено 95 лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. По месту жительства проверены 24 неблагополучные семьи и 11 несовершеннолетних. За неисполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении родителей и законных представителей по статье 5.35 КоАП Российской Федерации составлено 11 административных протоколов. Всем известно, что алкоголь – бич современного общества. В ходе рейда полицейскими проверено 29 магазинов. За незаконную продажу алкоголя составлено 7 административных протоколов. Также возбуждено 2 административных расследования за оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства. Для стабилизации оперативной обстановки профилактические мероприятия, направленные на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан, в дальнейшем будут продолжены в усиленном режиме. Айра Садкузалсары Сарен, Тува-24. Пятерка лидеров предвыборного списка «Единой России» остается работать в партии. Более того, они возглавят специально созданные партийные комиссии. Так, Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству. Елена Шмелева будет руководить комиссией по образованию и науке. Денис Проценко по здравоохранению. Анна Кузнецова по защите материнства, семьи и детства. В целях расширения и улучшения качества реализации программы «Социальный контракт» Министерство труда и социальной политики Тувы совместно с Центром занятости республики проводит занятия с желающими открыть свое дело. Подробности далее. Обучение условиям и требованиям программы «Социальный контракт» проходит на базе Тувинского сельхозтехникума с привлечением преподавателей и экспертов по предпринимательству. Цель обучения – повысить финансовую грамотность граждан, раскрыть особенности системы налогообложения, рассмотреть стратегии маркетинга и пути продвижения продукции на рынке, познакомить потенциальных участников с требованиями по составлению и сдаче отчетности. Сегодня мы поделились на команды по 5 человек, 5 команд. И в команде они выдвигают бизнес-идеи, а дальше мы эти бизнес-идеи тестируем, то есть с помощью различных механизмов. Сегодня, допустим, мы свод-анализ производили, то есть это анализ сильных, слабых сторон, возможностей, угроз бизнеса. На основании этого анализа уже со стороны могут увидеть, что им не хватает для этого бизнеса, какие у них поджидают, какие угрозы, что надо минимизировать, что надо улучшить и так далее. Проект «Социальный контракт» помогает малоимущим гражданам повысить финансовую грамотность и найти выход из сложного материального положения. Кроме теоретических и практических занятий, слушателям курсов были организованы мастер-классы по технологии переработки сельскохозяйственной продукции. Социальный контракт или социальная помощь малоимущим и многодетным семьям и одиноко проживающим гражданам реализуется с прошлого года. В прошлом году в порядке эксперимента по территории Российской Федерации мы участвовали. В этом году, как полноправные участники, мы запустили данный проект. И, соответственно, у нас план на этот год 3257 социальных контрактов мы должны охватить наших малоимущих многодетных семей
нашей республики. Аймира Ондар – одна из участниц проекта. Свой путь к бизнесу начала в марте этого года. Сейчас она имеет небольшой цветочный магазин. Чтобы открыть его, преодолела немало трудностей. С некоторыми помогли справиться друзья, знакомые и родственники. Ее магазин продолжает развиваться, но, как признается Аймира, для ведения бизнеса необходимо четко понимать свои цели и возможности. Я считаю, было бы лучше, если бы я прошла обучение до того, до бизнеса, получается. Если бы я тогда обучилась, я бы не допустила этих ошибок, которые я уже допускала. В этом курсе я научилась, как надо правильно бизнес планировать, про налоги, налогообложение, как анализировать свой бизнес, сильные стороны, угрозы, слабые стороны, возможности. Участниками проекта могут стать как уже действующие предприниматели, так и безработные граждане, которые желают зарабатывать своим трудом. Для того, чтобы стать участником проекта, можно обратиться в Центр занятости населения или в Министерство труда и социальной политики республики. Алдынкас Буян, Буян-Оюн, Мирана Иргит, Тува-24. В Туве участились случаи выхода бурых медведей к чабанским стоянкам и населенным пунктам. Власти просят население республики соблюдать осторожность. Пищевые отходы лучше вывозить сразу и подальше. Лучший способ обезопасить себя – это избежать встречи с опасным хищником. Особое внимание нужно уделить детям. О случаях выхода диких животных к людям нужно сразу сообщать местную администрацию, полицию или по номеру 56160. Телефон для экстренных сообщений 112. На часть средств дополнительной федеральной субсидии республика приобрела специальную технику для сбора и вывоза мусора. Курирующее данное направление Министерство ЖКХ совместно с Минприроды Тувы направило на эти цели более 280 миллионов рублей. Несколько спецмашин уже прибыло в республику. На сегодняшний день в республику прибыло 3 единицы техники. Это один автогрейдер ДСЗ-98 стоимостью более 9 миллионов рублей и 2 ковшовых погрузчика Амкадор 352 на общую сумму более 14 миллионов. Данная техника будет использоваться для ликвидации несанкционированных свалок по республике Тыва, а также для вывоза твердых коммунальных отходов. Поступающая техника на первых порах будет находиться на балансе Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Потом ее передадут в подведомственное унитарное предприятие «Транспортный сервис» и проект, которое, в свою очередь, по заявкам будет направлять технику по кажунам республики. Еще будут самосвалы, также специализированная техника КАМАЗы, тягачи с прицепами, тралами. Также будут мусоровозы с боковой загрузкой и контейнеровозы тоже. Техника должна поступить до конца года. В целях сохранности дорогостоящей техники за гаражными боксами будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Всего на сумму более 280 миллионов рублей приобретено 42 единицы техники. Алдынкас Буян, Чайхан Донга, Кузел Сарых Серен, Тува-24. У меня на этом все. Берегите себя. До встречи.